Белорусского института науки и мастацтва, Белорусско-американского соединения, Организации белорусско-американской молоді, гэтий урочистий банкет у гонор Наталії Арсенєвої з нагоди єйних 70-х угодків життя. Наталья Арсеньева была и есть сябром Белорусского института науки и мастацтва, Белорусско-американского соединения и Организации белорусско-американской молоді. І хоч сьогодні є у стані спочинку, то надалі усі успомнені тут організації лічать її своїм активним сябром. Прошу ласково отца протоиерея Василя отчинить наш банкет молитвы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Отче наш, который есть на небесах, хай святится имя Твое, хай придет владарство Твое, хай будет воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеб наш сезонный дай нам сегодня, и даруй долги наши, як мы должникам нашим, не веди нас искушение, но избави нас от злого. Твое есть богатство, и Твоя слава, и Отца и Сына и Святого Духа, сотворишь час и на веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, сам Господи Иисусе Сыне Божий, поблагослови ясти пяти рабов Твоих теперь лишь час, и Ты, что приготовили, будь споживать лишь час и на веки веков. Аминь. Теперь я пропоную его заспевать «Могутный Боже», потому что «Могутный Боже» — это спадальня Арсеньева, которая ставила для церкви этот самый великий скарбец, который ласка будете проспевать.
творцом багатого білоруського релігійного репертуару. Апрача этого спопуляризованого найбільш гімну, яна ёсць аўтарам многіх арыгінальных гімнаў, у тым ліку у гонар Жыровіцкай Божай Маці. При кожнай нагодзе, дзе прыходзілася нам выступаць на міжнароднай арэне, прымаць удзел у рэлігійных дэманстрацыях, заўсёды Наталья Арсеньева пісала нам нейкі арыгінальны гімн. Апрача гэтага, яна ёсць перакладчыцай многіх гімнаў рэлігійных, шырока ведамых і скарыстоўваных у ўсіх цэрквах каталіцкіх і праваслаўных. Хаця згадаць такі шырока скарыстоўваны ў Амерыцы гімн «Вялікі Бог» і цэлы рад інных гімнаў, якія выкарыстоўваюць нашы рэлігійныя праваслаўныя, каталіцкія і пратэстанцкія грамады. Апрача гэтага ёсць перакладчыцай найпрыгажэйшых песняў калядных, якімі карыстаюцца тут у Амерыцы, а якімі наша моладзь карыстаецца у беларускай мове. Дазволю цяпер папрасіць доктара Вітаўта Кіфеля, старшыню Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Як сказано в запрошенні, ми отмечаємо ювілей Дня народу. Але фактично для нас, громади эмигрантской, это, бодайте, не 50-годовый юбилей выдатного громадского діяча, выдатного белорусского интеллектуалиста и человека. Я хочу поделиться пару маленькими штришками как раз этого человечего Бога. На Беларуси есть город Лида. Недалеко Лиды есть станция Мосты. Недалеко станции Мостов есть вёсочка Скрыбоўцы. И вот у 44-м году, каля гэтых скрыбоўцаў, могло скончыцца жыццё усіх тых, хто у той час выязджаў з Беларусі. Наш цягнік нарваўся на міну, і воля лёсу, што на гэтым была і скончылася. Мы былі там пару дзён, здаецца. Я з Владыкам і з Дзімам Сямёновым пайшлі пашукаць вады. І прыйшлі ў гэту вёску Скрыбоўцы. У одну хату зайшлі пуста, у другую зайшлі пуста, прыйшлі ў трэцюю хату. А нам жанчына кажа: «Дзетухны, далей не ідзіце, там вас партизаны, у наступнай хаце вас заб'юць партизаны». Ну, мы у яе попросили воды, пошли, пришли мы под гэты эшалон, где мы сидели. И спадарыня Арсеньева насварилася на лодку, сказала: «Куды вы, дурни, пошли? У вас могло...» Для меня это было тогда страшно, я думаю, я больше никому не говорить не буду, а я лодок трошки так переживал. Інший такий чоловічий момент. Сядів і кушали у зв'язани. В 45-му году я болтаюся по Петербургу.
спотыкаю спадара Кушеля. Він каже, що ти тут робиш? Я кажу, я приїхав у лагерь, але тут ловиться летяжу. Тут с моими паспортами нигде. Каже, я тебе устрою. И он меня устроил в лагерь. Бо те, что походили з Советской Беларуси, в той час было вельми тяжко отримати некие документы на життя. Это такие штришки життєві, які застаються на все життя. Але, як я сказав, основне для нас – це громадська діяльність Наталії Арсеньевої. Починаючи від 45-го року, вона була душою усієї громадської репрезентаційної діяльності. Спадарня Арсеньева, Микола Равенський і Микола Шаглов, подай, ці не основна тая троїця, тая могутная, хай собі і не наш раз кучка, яка сапраўды поставила і беларускую эстраду, і беларускае выяўленчае мастацтва на мапу по военной Нямецчыне. Калі открылась гимназия, Наталья Арсеньева была одной из первых наставниц в этой гимназии. Ейные успомины теперь как раз увойдуть у книжку, якую падрыхтаваў да друку Янка Максимюк, які, дзякуючы фундацыі Любачкі, правёў нейкі час, зрабіў досвед, і эта книжка знаходится ў друку. Якраз успомины Натальи Арсеньевой будут так само у этой книзе, успомины як наставницы. Бадайці было некое пачынанне у Нямецчыне, дзе Наталья Арсеньева не брала удзел. Пераехаўшы ў новую краіну, зноў жа такі, я перагледзеў пратаколы Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Як вы заўважылі на запросінах, наверсе стаіць якраз Беларускі інстытут навукі і мастацтва. Отже, 16 снежня 1951 году Наталья Арсеньева і доктор Александр Ворса былі тыя галоўныя асобы, якія вялі арганізацыйную сходку Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Беларускі інстытут навукі і мастацтва якраз лічыць даты заснавання 16 снежня 1951 года, калі аднагалосна на старшыню сходкі быў выбраны доктор Орса, а доктор Орса першы, кого паклікаў у прэзідыум Наталью Арсеньеву. От того часу, от 1951 года до 1966 года я маю все протоколы институту, писанные ейной рукой, вельми выразно, вельми деталёво, и что основное, вельми грамотно. Звычайно у нас секретари ведут так, что ты не знаешь, что направо, что налево, а тут можно их без ніякой перадрукоўкі адразу пускать у друк, что некалі мы и зробим. Наталья Арсеньева принимала удел и в организации «База», и в газете «Беларусь», об этом вы почуете позднее. Але что меня здивило, ці уразило найбольше? Тиждень тому назад мы с Зорой працавали в Ангельщине, рыхтуючи нашу белорусскую библиографию, и наведали спадара Янку Михалюка. Янка Михалюк долгие годы старшыня згуртавання беларусаў Великобритании. И он прислал привітання, але, ведаеце, ён был хворый, ему отрезали обе ноги, и он попросил меня отзначить одну рису, что Наталья Арсеньева, якая была как раз тем символом у тыя часы, калі Янка Максимюк і іншыя ягоныя аднагодцы пачыналі свой жыццёвы шлях у беларускіх арганізацыях моладзі ў часе вайны і па вайне. Янка Михалюк прайшоў праз усе стадыі беларускага арганізацыйнага жыцця, ад звычайнага сябры Саюзу моладзі да старшыні арганізацыі. І аднаго дня у 1957 годзе, калі Янку Михалюка прынимали у члены Рады БНР, где сведчится, что Янка Максимюк прыняты ў сябры, подпіс над гэтым стаяў сакратар Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Наталья Арсеньева за старшыню Антон Адамович. Вось гэта шлях того чалавека, з якім мы маем гонар і шчасце 50 гадоў быць разам.
ад грамадскага дзеяча для маленькіх пралесачак, для якіх яна напісала ці одну калыханку, ці один гімн ваўчаняты, да сакратара Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Узяўшы гэта разам, што яна стварыла шэдэўр беларускай літаратуры, дала нам нацыянальны рэлігійны гімн. Гэтакая грамадска-палітычная кар'ера сапраўды даецца людзям адораным, людзям, з якім не толькі мы зразумеем, з кім мы маем супрацоўнічаць, але, безумоўна, аб гэтым будуць гаварыць і наступныя пакаленні. І мне сапраўды прыемна, што 50 гадоў я ведаю Наталью Арсеньеву, а Зора ведаю уже больш 52 гады, бадай, што персанальна. І апошніх 30 гадоў нам давялося супрацоўнічаць на грамадскай ніве. Таму ад імя інстытуту я шчыра вас вітаю, спадарня Арсеньева, і выбачайце, калі я далёка вас не пазнаў, але вы пазналі мяне яшчэ, бо я, напэўна, болей змяніўся. І жадаю вам яшчэ плоднай працы. Спадзяюся, што мы хутка знойдзем ваш пераклад песні пра зубра, які мы гэтаксама надрукуем. Вітаю вас з гэтым вялікім днём для нас. Будзе весці акадэмію спадар Запруднік, які падзеліцца з намі гэтаксама шматлікімі успамінамі на грамадскім шляху, якога выпала шчасце якраз бліжэй нават супрацоўнічаць з спадарам Арсеньевичем. Спадар доктор Запруднік. Перш-наперш я дазволю сабе увесці папраўку. Я прапаную глядзець на гэта не як на акадэмію, а як на сход сям'і. І весці без ніякай фармалістыкі, без нічога, калі ласка, калі нехта з вас будзе чуцца натхнёным на дэкламацыю верша, на прывітанне, мы час знойдзем. Нам няма куды спяшацца. 90 гадоў за намі, а цяпер перад намі вечнасць, і таму не трэба баяцца ніякіх. У нас сёння ёсць цэлы сноп, карыстаючыся сялянскай вобразнасці, якая уласцівая паэзіі Натальі Арсеньевай, цэлы сноп падарункаў ёсць. Не толькі гэты наш сход, не толькі гэтыя цудоўныя ружы, якія прынесла Зора Кіпель, але мы маем таксама і іншыя падарункі. Напрыклад, зблізка і здалёк. Можа, пачнём здалёк. Можа, Зора Кіпель цяпер перадасць спадарыні Наталлі Арсеньевай зборнічак паэзіі аднае з цудоўных беларускіх паэтак Дануты Бичель-Загнетавай, якая яшчэ ў часы летняй канферэнцыі ў Гародні ўжо тады думала пра гэтую нагоду і пра спадарню Зору Кіпель перадае вось гэты падарунак. То, что Запрудник сказал, тоже фактически нема того и додавать. В городе мы споткались с Данутой Бичель-Загнетовой, и она попросила передать невеличкий сборничек свой «Боже мой, Боже», попросила передать Наталье Арсеньевой. Вельми пригоже подписала Наталье Арсеньевой на щирий настрой натхнення її молитвою. Данута Бичель-Загнетова. У городе у 20 червня Наталья Арсеньева передаю вам Дануту. Дякую, Зора. Теперь я хотел порадиться, поскольку у нас еще на столах ничего нема, я думаю, что мы еще можем крышку поговорить, после крышку помолчим, а после снова поговорим. Вот. У нас нема строгого порядку дня,
але я думаю, что с сестрой-поэткой, может, браты-поэты хотели бы так перекинуться словами. И вот сярод нас тут есть кольки особов таких, и я думаю, что один из них это наш поважанный господар посол при Объединенных Нациях Геннадий Буравкин, який, може, хотів би пару слов сказати про свої почутті у цей урочистий момент. Я не только от своего имя хотел бы порадоваться, что и я дожил до такого пригожего дня. И тем более, что до такого славного дня дожила шановная господариня Наталья. Я хочу сказать, что я хочу ее повіншивать от имя многих людей, які мне это доручили. Не так, как у начальства водится, что чтоб оно не говорило, оно говорит от имя. Я говорю в основном только от своего имя и от имя тех, кто мне это доручил сделать. Я хочу передать щирое віншаванне, привітанне и сердечное пожелание от министра замежных справ Республики Беларусь Петра Кравченки, який вельми хотел бы быть на этой встрече, який нават другий раз прилетал у Нью-Йорк, сподіваючись, что может удастся быть на этой встрече, але який не змог тут быть, однако литерально вчора праз нагоду прислав і гэтае слово віншавання, і сувенір, який я хочу. А теперь уже я хотел бы сказать и то, что я сам думаю. Лёс у Натальи Арсеньевой тяжкий, и выпало ей вельми много того, чего она, как человек, как женщина, не заслужила. Але Бог, как кажут, все бачит, и Он ей дал долгое життя, как она все правильно убачила, как она поспела во всем, как поэтесса, разобраться и поспела многое написать. И мы сегодня радуемся тому, что она выкористала это счастье, это редкое счастье. Коли взять то, что ею написано, и что стало здобытком духовным не только белорусской литературы, а белорусской нации, можно порадоваться. Вот такие таленты бывают нечасто. И такие таленты застаются надолго. Творчесть Натальи Арсеньевой нават тады, коли она ховалася, коли можно сказать, что коли не сама Наталья Арсеньева, то ее творчесть побыла и в подполье на родине. Яна и тады была видовочно таленовитой и видовочно белорусской. Якія педагогічныя критики до яе не подыходили, яны не могли бы признать, что это, я б нават не хотел уживать такого слова поэтесса, это поэт. Это поэт белорусский, и это поэт Божьей милостью. У Натальи Арсеньевой, не знаю, чему так атрымалася, вельми мало, амаль нема вершаў про особистое каханне. Я не думаю, что яно у яе не было, и что як у жанчыны, як у поэта, яно было меньш ярким, чем у іншых, але затое у кожным радку и во всей творчести живе необдымная, незгасная любовь до Беларуси, до белорусской природы, до белорусской истории, до белорусских людей. И я думаю, что вот гэтая любовь, як поэта, яна нават
вымусіла, можа і забыцца пра тыя свае асабістыя, дарагія куточкі душы, якія, безумоўна, у яе былі. Я мог бы много говорить, потому что ведаю и люблю поэзию Натальи Арсеньевой. Я хочу абсолютно на державном уровне запевнить, что зараз это полноправная, полноценная сторонка нашей белорусской литературы. И не только сябры поэты, а многие читачи, удячные читачи, читают сегодня, перечитывают и спевают верши Натальи Арсеньевой. Я рады, что яна з нами сегодня. Я вельмі спадзяюся, что еще дни гэтыя будут. Ну и хочу на ўспамін про гэты день с верой у будущее и с подякой за то, что ёю зроблено за великое прожитое жыццё, покинуть наш белорусский сувенир. Заўсёды жанчынам, конечно, дораць только живые кветки. Я сюда принес и вазу, и кветки, зробленные с соломки белорусской. Я думаю, что солома заўсёды живая. И она заўсёды несе в себе наше поле, заўсёды несе в себе наше зерне, якое мы сеем и яким мы прорастаем у будущее часы. Так вот я хочу разом с Юлей и долучившись сюды віншавання моей дочки Светланы, якая, заканчиваючи университет, оборонила диплом по творчости Натальи Арсеньевой, оборонила выдатно, и это прежде всего заслуга Арсеньевой и Светланы. Вот, от имя Светланы, от имя Юлии, от своего имя, и я сподіваюсь, от имя многих читачов, які дали мне на это, белорусских читачов, які дали мне на это право, я хочу поднести шановной, милой Натальи гэтую нашу белорусскую вазу с белорусскими кветками. Я вельми тішуся, що ви тут, бо ви як казали, Білорусь, правда, не тільки всі ми тут маленькі, але саме правда Білорусі від цього ділувати дуже. Дякую вам. Я можу поправити, клетки купили, купляли мы господарни фабрика, господарни Нина Степанович, Нина там купляла клетки, мы разом координовали это, и Пашана это сама Нина Степанович. Прошу вибачити, господарня Степанович, дякую за вибачення. Я думаю, що може ми тепер перш щиро дякую за такие прочулые и поэтичные слова Геннадия Бураутина. Я думаю, что мы теперь споживем то, что нам Бог послал, а тогда еще поговорим. Добре было бы вершик почуть. У нас тут есть сколько вершов, Адам, возьми, коль ласка, господарина. У нас есть тут колькі декламаторов. Після того, як ми споживем ежу, господариня Арсеньева нам прочитає свой верш, я хочу подать до ведома, що у Німеччині професор Рандов, який видатно володає білоруською мовою, перекладає білоруські літературні твори, тепер задумав провести серию радиопередач в Німеччині, на немецком радио. И он прислал лист
просьбой записать живий голос подарені, може навіть некоторі вірші у німецьких перекладах. Ну, словом, ми готові нагоду приїзд подарені Арсеньєвої у Нью-Йорк використаємо. А тепер, може, я попрошу сподаренню Ірину Цубрик на, так сказати, під салату дасть нам криху такого духового зараду декламації віршу, який вона описує. Не ведаю, який вірш почитати. Сударыня Арсеньевна, давайте мне, який вірш почитати. Мне люди говорят, поехали, варто жить. Варто жить. Я говорю, после того, что так, один вірш говорят. Варто жить, так? Я вельми рада, вельми щаслива, сударыня Арсеньева, что вы живете еще, и я живу, и все мы живем, и будем жить. Я вельми рада, что я маю нагоду еще читать ваши верши. Я их завсёды имела у своем репертуаре. Правда, я была молодейшая и лепшая. Читала, зараз не ведаю, я пробачте, буду користатися книжкою. Возметала давно голой желтой долоней 8 тем листовья из пожелтых стяжин. Отцвели росы, одряделись клены, а лишь треба и сяння змагаться и жить. Каждый из нас еще верит в нечто святое, кто у Христа, кто у краю, а кто просто у себе. И под вейками смаї життєвої неутоємої, як низько не гнуло к нам Бога хребет. Варто жить, варто вечно чогось сподіватися, чуться часткой айчини, малой, а живой. Пестить терпные пальцы отвечной працей, разбивать слов и чинов респонсу свой и творить. Завтра ж с неба зорою кромяной не злетить и не вытвить из недру земли. Наше завтра народится с нашего сяння, усього, что нас тешит и что нам болит. Коли ж вот глядеться, неустішне серце ще ті раз нам з напоєм зложить на таку, не беда. Уже нікому наш слід не затерти на гостинцях земних. Наші сили не скуть, хай цвітуть віроси, хай не тянуться кльони, хай не телятся зимы на беле стяжин. Нашу долю мы мкли за ветры догоним, а для этого варто змагаться и жить. Нашу єдине слово, подарили. Просим вас, просим вас. Так, пожалуйста. А я вас попрошу сюда. Варто жить. Подметала давно голые желтые долони, 8 пену лицо с пожелтых стежин. Живі роси, одрядилися кльони, але ж треба і сьогодні змагатися і жити. Кожен з нас ще вірить у нечто святое. Кто у Христа, кто в свой край, а кто просто в себе. Под вейками, смаги життєвим нутоїм,
як низько не було нам Бог привіт. Варто жить, варто вечно чего сподеваться, чуться частой айчиной, малой, а живой. Песни стерплые пальцы, что темную праздность, развивать словом чином бесполезной сумой. И твори. Завтра с неба заборы кремянной не злякись и не присвыть из метра земли. Наша завтра народится с нашего сяння, но чего же нас тешит и что нам дает. Лишь мы заведется не стерклое сердце, что раз нам с наполнен доложить на таку. Не беда, что никому наш свет не затерпит на росинце земных. Наша сила не спут. Хай цветут верши, хай медянятся клены, хай метелятся зимы над перелистежим. Нашу долю мы утливли за ветры свободны, а для этого варто домогаться и жить. Бабки сейчас было, так что строгом, дорогу терпеливым. Пишется звезда живе Беларусь. Написано уже досить давно, а теперь его повторить веями на часе. Радость жаворонком звонит под хмарами. Вот не средства не берут. Дневно зновки важкие, магарные. Зновки им пне расписать Беларусь. Распити разом с думками нашими. Стимно хвалою музыкой слов. Хоть ты тихворовый страшный, что света давно заняли. Наша мова. Чудовная, спевная, умеет с пьяным колосьем шуметь. Голосить на больнице уявную, красновую медь. Наша мова, выкутая золото, не ржавеет, ищи, тихо-тихо. Это мова поэтов и золотов, каждый нас стремался жить. Как не мова, давно не растаяли. Расплылись этим плоем из чужих. И бегали вырой бескрылою стадию, а я злобой счастьем не жить. Днями ясными, новыми, стоите, ходим с тобою вору. Наша жизнь васильковая, несмиротная Беларусь. Ще поговорим, подекламуем, поуспоминаем, потешимся у своей супольной семьи. Привели рады ваших вас и сподіваємося, може при некой нагоді почути от вас у нашем центре. Так. А теперь слово привитания скаже от ім'я третьей организации, яка эту встречу нашу наладила, Организации белорусско-американской молоди, старшиня Вера Запрудник. Уважаемая сударыня Арсеньева, дорогие гости, перед тем, как человек исполнится 90 годов, ему бывает 9. Как не было 9, я пам'ятаю, що брала уділ у п'ясках у білоруській школці. Я пам'ятаю, що я і інші, як Данчик, Олеся і Юрка Кіпель, Лариса і Юрка Курило, Ліда Данилюк і другі, були зайчиками, божиками, вовчками, ліщичками. Але тільки пізніше довідалася, що ці п'яски були творами нашей дорогой и поважанной юбилярки, что она усім белорусским детям створила подарунки, які ми з малку у будучиню
зберем і будемо переховувати і передавати нашим дітям. Неприємно так само успомнити інших наставників тієї нашої школки. Світлий пам'ять господарів Станкевич, Орса, Хорошка і так само спадари Шукелець, Тулейка, Данилюк. Я думаю, що нема білорусько-американської особи, яка не віддала творів і не відчувала їхнього духовного впливу нашої поездки. Від організації білорусько-американської молоді вітаю вас з подаренням Арсеньєва і з вашим великим юбілеєм. Задаємо вам доброго здоров'я і всього найлепшого у вашому житті. С этой нагоды я хочу сказать, что эти наши супольная беседа, организованная 3 организациями, а практично 3 особами у таким штодзённым хлопаці, это господар Ян Казарка, господар Юрка Казарка и господар Василий Русак, и мы им вельми дякуем за то, что они створили нам такие пригожие новокольцы тут у нашей церкви. Теперь я попрошу господариню Риму Маленченко, заслуженную артистку Беларуси, акторку театру, республіканського театру юного глядача, яка нам продекламує без мікрофону колькі вершаў господарині Натальи Арсеньевой. Прошу вас, Рим. Я давно марила почитать ваши верши. И вот лёс робил так, как я допомог и добрых людей, коли не там на Беларуси, а ли трапила просто на юбилей, твар, да славутной поэтки, и сярод наших белорусских людей мали магчимость прочитать ваши верши. Перший верш калинаўцам присвячены и написанный в 1942 году. Полыном и пыльном поросли наши нивы, як не гнемся, не бьемся над ими у круг. Плен от веку сбирают чужинцы, не диво, что каная народ свой, и ты, Беларусь, а любовьте мы встанем тихим ранним, на узлете вось сгорнем, сыплем у шапки золотую росу, и в столевом зару, и в столевом откос, и от песень в походе возьмем волю себе и тебе, Беларусь. Калиновский нас клича, затятая вниста, на змагання за свято для мозольських рук, за землю для ратых и за солнце у хатых, за увесь твой народ, за тебе, Беларусь. Так ударь, моя, гром, так линем навальницей, так пробьемся шкрыницей с-под земли у гору. Ядяным пшеницей мог зихтеть, голоситься наш надел и безмерший твоей Беларусь. Гей, смелей, гей, далей, не лякаймося смерти, нашей телой славу сыны подберуть. Хоть и зложим на божьих горячие сердцы, але ты будешь жить и расти, Беларусь.
как я хвалюсь, и а другие верши, такие трагично нагадали. Акция. Горели тые дни, не только что кляны, скверлось усё, на что есть слово. И рано узганых дзён, нелюдских и дивных, ніякою замовой не замовишь. Скидали в сутарках с намоклого галля опошние листы, присады, соль и мокрость. Як прыгавши листа, их кинули на пляц, и в лапы желтые пошли листами в скоки, выл ветер, але им казали заспевать, и за часину всей пляской спевали, присевши на руку, ракау самый твар, им пулемет загады стали, как догодить ему червоным языком, почал лизать огонь божницы, аж у неба шугнули с небом торы, тались по крылком, пошли, мовляв, скакать так из ребе. А ребе что ж? Спевал, рыдели от шерства под пятыми скаку, и все, и только Йосиф, хоть мать и Тузова его спевали, трос бил пустку пясткой, заходил всі тросся, бил пястками тады, коли опек огнем безум дитячий твар, коли осела мать и на брук снопом овсяном, коли он пополз, мовляв, щего, припол яе сховаться, коли пошли срывать с девочих шеи и рук, карали гордые и упартые перстенки, хлеб с крепежа, поплыл с крывей на брук, чистен, прорезанный тонкий, крюстяшный шум, смешался шум, сгорали пекучей роскоши, опал на сердце жути, и он плакал, а вагон, здавалось, душу у опошній песні виспівають люди. Так, причекали зброд, а повз осенний день завозите стады, дали усил лопат, и зашуршел, заплескал в воде песок, башки и мокроватый послей. Казали сбыть людям опошний стыд, и вслед пошли расти такие отправки, аж пыльнуло светло, на тело всплет густы, а кури взялись, пляскать взялись у лапки. Ходили две, грохал, узолкость пулемет, и залила ему в ночь шляпу черным ляком, сгнила, лед листек, сплыло на тело сплет, и на ночь Иосиф стих уже не плакал, из-под повек его, хоть я не знал Христа, глядел Христос с тупой ненавистью дивосной на тых, кому с песку кривавого Христа, на хату у криві злату і осінь. Я ось сяджу насупраць, стаяў, як мы спявалі «Магутны Божа» насупраць спадарні Арсеньевай, і цяпер сяджу насупраць і бачу, што яна ўсе свае вершы ведае на памяць.
І ми мусимо дивитися, ну це вже мастацький професіоналізм, як можна за такий короткий час усе це на пам'ять запам'ятати. Сподарення Рима Маленченка, до вас буде ціла черга стариков нас питатися, як це можна удосконалити пам'ять, як можна було так легко вивчати вірші. Так мы ведем далее свою семейную сходку. У нас есть шмат питанняў. Першае прывітанне, якое можа мы хочам тут цяпер пачуць, гэта ад митрополита Миколая, отец Василий атрымаў гэта і з просьбай прачытаць. Калі ласка, отец Василий. His Excellency Metropolitan Nikolai the Primat of the Belarusian Apostolic Orthodox Church, Toronto, Ontario, Canada, господарня Наталья Арсеньева Кушель. Дорогая поэтесса, вельми поважанная, шановная господарня Наталья Арсеньева Кушель, прийміть від мене моє щире привітання з нагоди ваших 90-х угодків з дня вашого народження. Мне мило вітать вас, як Махара, загодна з Беларуси, и радостно мне вітать вас, что Бог сберег вас, как вы угледели Беларусь вольной, суверенной. Мне мило вітать вас, что прожили вы 60 годов не надарма, а вложили великий вклад своей працы в культуру Беларуси. Моцно верю, что Бог пошлет той час, коли у Беларуси белорусская православная церковь возможница и вера, и тогда белорусский народ милогушно будет узносить до Бога молитву, спевать могутный Божа на богослужбах во усіх святынях Беларуси, як православный грека и римо-католицкий. Нехай Господь Бог оковывай вас, дорогая, и моему сердцу милая поэтесса, удовольствия, здоровья, посылай вам задоволение життя, счастья, успеху, супокой душевный, весь час. С любовью во Христе, митрополит Николай, 5 листопада 93 года, Торонто, Онтаріо, Канада. Щиро Як я казав, у нас шмат привітань є, я тепер почитаю одно з самих таких важких і з далеких з Білорусі, з Мінську, від Білоруського народного фронту. Вельми шановная господарня Арсеньева, мы сябры Сойму. Господар Данилович, я попрошу уваги крышечку. Господар Данилович, я попрошу уваги крышечку. Мы, сябры Сойму Белорусского народного фронту «Адраджэння», шлем вам на вашу юбилейную вечерину наши щирые привитания и венчавания. Многие из нас захоплялись вашим проникненным поэтичным словом еще тады, коли Беларусь была за железной заслоной. Ваш талент, натхненный идеалами белорусского адраджэння, засведчил творчую моц и гожесть белорусского слова. Здоровья вам, творчего настрою и долгих годов життя. Минск, 13 листопада, посідження Сойму Белорусского народного фронту «Адраджэння». До письмовых привітанняў мы яшчэ вернемся. Спадар Кастусь Мерляк, супрацоўнік спадарні Арсеньевай, на працягу пэўнага часу цяпер скажа пару слоў свайго вітання. Уважаемая, позволю себе сказать, дорогая господарыня Арсеньева, уважаемые господарыни и господари, я имел нагоду бачить господарыню Арсеньеву в 1942 году в Минску.
але доволі здалек і побачить. І я не раз думав, чи буду я мати нагоду зближиться в житті. Это были офицерские курсы у Минске в 1942 году. Наступне моє справне споткання здарилося в 1954 году, коли я з сім'єю переїхав жити сюди з Аргентини. І ось наступные 10 годов самые важные у моїм житті. Навіть, я би сказав, і шмату білорусів Америки. Да, в эти десятигодия, 55-й, 65-й, это была холодная война на свете, але для нас это была горячая война на миграции. И вот в этот час мне пришлось працевать, и я был счастливый и с подаренной Арсеньевой. Я хочу сказать, что додать до того, что Исчеркипель сказал, что с подаренной Арсеньева, когда я брал активный удел на протягу десятигодия первого моего в Америке, это была великая основная праца политично-громадская белорусов. Холодная война вымогала. И вот, когда были писаны меморандумы, резолюции, важная корреспонденция, и она все выходила от подаренной Натальи Арсеньевой. Когда не полностью у складе сенсу, ведь ее душа там была. Для этого мели поспех. И сегодня, когда будут коллеги студировать это, повинны звернуть уваги, что меморандумы на вершине споткания в Вашингтоне, усюди, подписанные президентом Ради ВНР, подписанные старшиней головной управы белорусско-американского одиночения того часу, подписанные старшиней генералом белорусских ветеранов, и они были редагованные и писанные с подарами Арсеньевой. Я еще хочу один приклад дать. Когда мне старшини головной управы белорусско-американского одиночения у Першиню пришлось ехать в Вашингтон перед 25-м соковиком и требовало приготовить молитву у Сенате для архиепископа Василя. И она была сделана, ведаете кем, Першиню с подаренной Натальей Арсеньевой. Вот ее праца в тим. Праца в тим, что з ёю кожному було легко працювати. І вона кожного вислухала, кожного зрозуміла і дала свою вірність. Ось я про це хотів вспомнити. І в моєму житті це єдина особа, яка має велике місце в моєму серці. І я буду вдячний, я щасливий, що мог у эти годы тяжкие для нас всех, я мог працевать из такой особой, как с подаренной Арсеньевой. Я жадаю дальнейшего щасливого життя. Дай Боже всього найлепшого і прошу її, от мене жадаю, от моей сподарені, Ани и от моей семьи. Дай Бог счастливо прожить многие годы. А я прошу от меня принять глубокий поклон. Дякую. Господар Курила. Господар Владимир Курила, один из близких
моих сябров, семьи, сусед, сябра, семьи господарства Кушелев теперь скажет кольки слово. Дякую. В 12-ю годину Наталі Арсенєвої. У эту так славную годовщину с великой радостью вітаем вас, вельми побажанная юбилярка Наталья Арсеньева, и желаем вам физичной силы, эмоций, духа еще на многие годы. Odwiedzaючи родный край, была нагода мне споткаться с сябрами Союзу письменников Беларуси. Яны вельми цікавилися поэткой и дарили мне литературу, у якой успоминается Наталья Арсеньева. Вот что написано с нагоды юбилею у настенном календаре за 93 год об Наталье Арсеньевой. Дозвольте мне прочитать. Вересня 90 годов с дня народжения Натальи Арсеньевой, белорусской поэтки. Поэтичное имя Натальи Арсеньевой долгие годы оторванной от батьківщини, еще больше починая бавить суайчинников. Яна была ученицей Виленской белорусской гимназии, коли в 1920 году ее талант зауважил и подтримал тоді наставник родной мовы и литературы Максим Горецкий. А неузабаве в 27 году убачила свет ее первая поэтичная книга «Под синим небом», якая была прихильно оценена критикой. Warunki losu Natalii Arsienьевой складывались так, что после вересня 1939 года она была арестована НКВДистами и выслана в Казахстан. Выбавила ссылки заступництва Янки Купалы. Вернулась на Беларусь тут, у Мінську, на початку її німецько-фашистської окупації. Супрацовництво в белорусской газете, дозволенной при немцах, змусило Наталью Арсеньеву до эмиграции. Родная, ранняя лирика Натальи Арсеньевой, природа писальная, интимная, насыщенная яркими образами, яна майстер досконалого, настроевого, поэтичного пейзажа. Як не любить мне осень золотую, коли разгод осень густую, тон пробивается червоный славный тон, и в золоте стоит мовкливый пышный клен. Звершу Божий. Книга поэзии сёння, якую склали верши, написанные Арсеньевой в оккупаційном Мінську, показывала, что талант поэтки развивався у бок філософського гуманістичного асенсування історичних подій, що в їм узмацнялися громадянські трагічно офарбовані ноти. Війна усприймалася поеткою як велика трагедія народу, зруйнований, покритий
падалішчамі свет выклікаў адчай і адчуванне ўласнага бяссілля. За ўсіх чыста, за ўсё не паплачацца нават паэт. Побач з тэмай асуджэння вайны, смутку сярод руінаў і ахвяр, жыцця у жалобнай раме у кнізе прысутнічала нацыянальна-патрыятычная тэма бацькаўшчыны. У вершах песня калінаўцаў «Жыве Беларусь» і іншых выказвалася ідэя вольнасці Беларусі і шчырая вера ў той момент, калі плён з беларускіх ніў будуць збіраць не чужынцы. У творчасці эміграцыйнага часу матывы нацыянальныя гістарычную афарбоўку само імя Беларусі для паэткі, аддзеленай ад бацькаўшчыны геаграфічна і палітычна, становіцца тякучым сімвалам болю. Эміграцыя успрымаецца як выпрабаванне, як крыніца ад вечнага смутку. Верша з наважаным сцягом. І нас няветлы лёс ад бацькаўшчыны мілай размёў па свеце сёння як лісцё. Тут, на чужацкіх кручах і пахілах, мой бел-чырвона-белы сцяг усё. Падрыхтавала да друку Ірына Богданович. Вельми обширно написано об Наталье Арсеньевой у «Культура белорусского замеса». Хочу прочитать только короткие вынятки з вершу «Як там и як тут». Бо там без працы, а роде зерняты, бо там чужое нам вечное свято, там ока сердце молчить. Тут же у нас по гайках, пролесках после зимы зацветают пролески, щушу зменяя весна. Тут після гора життя шлях святлеє, тут після сльоз розцвітають надії, тут і у серці ясна. І далей, і нивом сонячний прощак, і пущі синіє от стенів, святкують свято Воскресення, такі спрадвек закон життя. Чакайте ж, верьте, прийде он, великий день, і в нашу хату пошле і нам нарешті свято дивний, незнаний Божий кон. Я пам'ятаю, коли спадар Кушель, уважаемый муж Натальи Арсеньевой, вел параду по 5-й авеню, и количество спотканий с ним я у него так запитався: «Спадар Кушель, як ви думаєте, а може ми ще будете вести параду по Менську?» Спадар Кушель усміхнувся, задумався і сказав мне так, що ведаєте, спадар Курила, що я хіба вже не доживу, але ви ще можете брати уділ у параді по Менську. Я, ходячи по Менську, успомнив эти словы.
Światowy zjazd Białorusów это была парада, великая славная парада, и там вспомнились мары нашего святой памяти Францишка Куртова. И вот тут наша Наталья Арсеньева говорит: великий день и в нашу хату. Пошли и нам нарешті свята, дивний, незнаний Божий. А коли спитався я, чи ви знакомі з віршами книжечкою «Под синим небом», бо я эту книжечку згубив у Франції, будучи у партизанах. А ось вам і «Под синим небом» достає і подає мені книжечку факсимільного видання. Я був справді здивлений отримати цю книжечку, яку я носив з собою і у Франції. Я її згубив. Я певний, що це не всі вістки з родного краю, а в Наталі Арсеньєвої. Хотів би при этой нагоді спинитися на творчості мистецького слова поетів молодих год. Є патріотизм і любов до родного краю. Прошу вашей терпливости послухать пару коротких вершів и несколько радков з вершів «Под синим небом». Под синим небом замість промови от неприветных песней гора, от смутков шерой земли, у неба синю, у неба мора, погляд приставший подыми. Под синим небом нема розпачі, глухой, безмежний, що гніть усьо. Под синим небом усьо іначе, здається дивним, як сон життя. З усім незнаним, противно узлетным, життем натхненнем, без перешкод, небесных щинів нешмиротных, безконцим святом спливає год. Так гет у неба в край весенний, Адамар, что душат у житці, на белых крыльях летучения песня, под слово чар ляти. І далей сонце весняного першие косы, грукот криницов и ранние росы, в осени желто-червоной от сени, смутки смеркания, ночи летутени, сердце розваги и сердце порывы, песни, что в летку плывут, понад ними плач лесуна, карагод русалчины, чары из воды ночной чащины, смутной болотницы смех, причитание, родной сторонки тихое кахание, усё, что у сердца живе и пяе перши мое. Мета життя, кажуть люди, без сили. Мета життя – дочекатися могили. Як проживеш ти, чи чесно, чи не все ровно людям і тобі. Мета життя, кажуть, повні сили. З долею змагатися до самої могили. Віри не втратить і страху не меч, смело бойцами померти згореть. Мета життя, кажуть люди, не рваться у небо,
а толькі зямлі прыглядацца, швераць грахі ўсе, усё спрабаваць, каб не так сумна было паміраць. Мэта жыцця, кажуць, гэта хаваць сэрца ад смутку і слёзы ў нязнаці, думкі аб праўдзе, гэт, глупства ўсё. Мэта жыцця захаваць жыццё. Калі людзі пакрыўдзяць цябе, ты даруй неразумным, як я, і адыдзе паволі нуда, учаніш ты, што нядоля твая — гэта кропля ў моры жыцця, дзе ўсюды і боль, і бяда. Як вы ведаеце, господарыня Арсеньева выхоўвалася у Вільні, здабывала асвету там, і вельмі цяжкія часы перажывала, і многа яе некаторыя працы не былі з нейкіх прычынаў выданыя. Усё ж яе працу, яе талент фармаваў Максим Гарэцкі, 1928 год. Вось што ён гаворыць аб працы Наталі Арсеньевай. Форма верша Арсеньевай у галіне тэхнікі вершаскладання вызначаецца нейкай асаблівай бліскучасцю, але яны захопліваюць шчырасцю пачуцця, далікатнасцю тону і нейкаю асабліваю пяшчотнасцю вобразаў і слоў. Тое, што сказаў Максим Гарэцкі у 1928 году. И, наконец, я хотел бы еще прочитать один вельми коротенький верш. Як не любить мне, заголовочек 8. Як не любить мне осень золотую, коли вопратку ощин густую, тон пробивается червоный славный тон, и в золоте стоит молклив верующим, коли душа горит, и хочется так век хоть сумовать, а жить. Золотая осень народила золотую поэтку, якая створила золотую литературную творчесть, скарб нашего белорусского народа. Дякую. Дякую, Слава Кирило. У нас есть шмат прывітанняў. Я не буду я прочитаю только основное то, что у них сказано, потому что у некоторых выпадках у 3 радков целая книжка сказана господарнай Арсеньевай. Мы маем прывітанне ад згуртавання беларусаў у Великобритании, у якім сказано прывітанне падпісанае старшынём Янкам Михалюком. Дорогая, высокопаважаная наша поэтесса Наталья Арсеньева, вы не змарнавалі свае пражыўшыя гады, уложыўшы столькі ценнай працы на ніве беларускай літаратуры, якая будзе вечна жыць у беларускім народзе. Наталью Арсеньеву вітае Рада Беларускай Народнай Рэспублікі і сектару Бельгіі з 90-ми угодкамі ейнага жыцця. Ейны магутны Божа, пасля даўгіх гадоў гучэння за межамі дарагой бацькаўшчыны нарэшце прагучэў і прадаўжае гучэць і народнай Беларусі. Хай жа магутны Божа, владар сусветаў, пашле ёй добрае здароўе, мацненню сілы і вялікія творчыя поспехі на шматлікія яшчэ гады. Падпісаў Янка Жучка, старшыня сектару. Апостольскі візітатар для беларусаў у Лондоне отец Александр Надсон
піша дорогая спадарня Арсеньева, падчас моих частых поездок на Беларусь мне приходится назирать, як ваша творчасць робіцца там усё больш ведамай і здабывае новых прыхільнікаў, асабліва сярод маладога пакалення. Ды і інакш быць не можа, бо ваша паэзія неад'емная частка духоўнага багацця нашага народу. Некалі я і беларусы майго пакалення вучыліся любіць Беларусь, спяваючы песні, напісаныя на словы вашых вершаў. Сёння увесь беларускі народ вашымі словамі моліцца ўсемагутнаму Богу за свою бацькаўшчыну. Отец Александр Нацсон. Вам прислал привітанне, вам добра знаёмы і ваш сусед у Рачэстары, Віктор Казлоўскі. У даўгім лісце між інша сказана: лепш не скажаш, як аб вас напісаў паэт Машара ў 1937 годзе. Дачка радзімы шчырая, і там, у сям'і чужой, ты служыш звонкай ліраю краіне маладой. Вас вітае Кастусь Акула, наш брат з Канады. Калісьці ён піша: мы, моладзь, натхнёныя вашымі цудоўнымі творамі, намагаліся ў жахлівы ваенны час адбудоўваць і ратаваць ад знішчэння нашу дарагую бацькаўшчыну. Некаторыя з нас ужо тут, на выгнанні, побач вас, далі свой сціплы ўклад у тытанічныя намаганні нашых патрыётаў, каб вызваліць Беларусь з маскоўска-бальшавіцкага ярма. Редактор часопису «Белорусин Ревью» спадар Артюх Єзеф пише: «Її милості спадарні Наталі Арсеньєві, у яким у листі між інша каже: ваш цілий життєвий шлях від Вільні, Менську, Казахстану до Америки засланий квітками цудовної поезії, починаючи першим віршем, читаним Максимом Гарецьким у Вільні, до новейших між берегами і могутним Божа, что стаўся молитвой белорусской эмиграции и недавно красовался на самой верхушцы кандидатов при выборе белорусского национального гимну. Ваши творы до недавно заборонены на Бацькаўшчыне дожакаліся часу, что и там тешится великой популярности сярод широкой белорусской громадскости. У концы сила добра перемогла. Мы все вам желаем все наилучшее. Отдел «База» у Калифорнии, писанный Кастусь Войцеховский, вам добра знайомы з гімназіі беларускай у Вільнюсдорфе і з іншых спатканняў, жадае вам плённага і актыўнага жыцця, напоўненага багатым рэпертуарам паэтычнай творчасці, грамадскай дзейнасці на карысць беларускага народу і нашай роднай маці Беларусі. Вас вітаюць таксама Вініцкія Кацярына і Славік. Жадаюць вам усяго найлепшага. Янка і Івонка Сурвілы кажуць: «Шчырая дзякуй вам за веру і надзею. Ён прыйдзе гэты дзень, ён не прыйсці не можа, ён прыйдзе». Словы гэтыя не раз усплывалі на паверхню свядомасці на працягу апошніх дзесяцігоддзяў. А дзень гэты, калі яшчэ не прыйшоў, дык недалёка, мо нават на парозе. Вас вітае таксама сям'я Найдзюкоў, Юзефа і Часлаў і жадаюць вам усяго найлепшага. Спадар Шукілайц мае далейшае вітанне, але я прапаную пераставіць іх ці перакласці іх яшчэ такой заставачкай з вашай паэзіі, якую нам прадэкламуе зараз спадарыня Ірына Цуфрик. Можа, каб гэта быў які канцэрт, то было б замнога вершаў, але сёння ёсць дзень паэзіі, так што будуць вершы і вершы і вершы, асабліва такія цудоўныя. Маю недоўгія, каротенькія, а пасля, можа, і не плачце пачытаю. Прыйдзе час у Чароўхавай, у Няцеліцы, у бярозавых туманах
На загуменні по оселиці слала девчина полотно. И пило яно розы теплые, плынный, сонечный, желтый мед. Мела девчина працы с коптером, да и турбот не меньш, я умен. Ці кидать усё чорту лысому, проднавала я утягать. Ці застаться мо и под присоком куль и стекал життё сукать. Шкода скрыни тяжкой, пассажная, с диванами шмат не том. Мир ты буйный, а як отважиться кинуть край свой, своих братов? Ты с мгою далече хмараться, глухо шибы вночи прождать. С криком кружать над хатой палицей, режут сердцейка без ножа. И спилися полотны трупами, хай небеленные лежать. Запрягай коня, батька, и Лубина на тяньки, на шлях выезжай. Чим с недолей познаться жорсткою, лепш як придется и поголеть. Ну, поперек горла косткою и не устанет чужацкий хлеб. Придет час по оселице, у березовых туманов, у чаровковой метелицы будем снова мы слать полотно. И еще один коротенький, развитание. Шматно, чего будет чувать? Вам добре. Сопраўдная артистка без микрофона выступала. Может, мне поспробовать? Но мое место тут больше. Шмат нам цвело, шмат нам святило, уже у житті тремтивых зор. Ты все сыпким, несталым пылом размел на ростанях вихор. Ён долю успенил, покамечил, нас як листё сорвал с галля, погнал по пущах, по пустечах, где не оруть и не спелять. Мы допалялись и гасли, мы снова шували у гору, зменяли пыганые ясли в одним імкненні Беларусь. З одною думкою знов побачить з ліпньової радості гарячої пригнуть до родної межі. І ось сьогодні шабарея нам не яна, а далячим солоних морів. Плачуть реї, віхор ветра загучить, і все далей сплыває в шерест, у змрок той край, где любо все. О, Беларусь, хай так, мы с верой к тебе и вдалечь понесем. Плачьте, кто готов заголосовать, бо може за много, я не вижу. Давайте. Комиссия на память следовать. Я была не плачьте, не тому, что слез шкода. Ці шкодовал их хто колісці для країни, а я тому, что лёс яе нам зноў отдаст. Тут, на чужине, нас не кине, мы вернемся домой. С открытой головой и солнцем у души, и песнью на устных мы пройдем по шляхов, порослых злой травой, опырсканных кривей, и в пыл затопчен пустишь. Як зоры на вачах у каждого синеть, корали будут слез, хоть выплакано стойки.
да ветер з родных нил журботу обжене, и повымая с душ тури тихое волки. Присевши на песку, под ницей вербой, подставим мы ветром пониклые чуприны и скажем: родный край, дал Бог, мы снова с тобой. Дозволь служить тебе, мы все с покорой примем. И усмехнуться нам, аж сердце заболит, и усмехнуться нам, аж глудем в заколе, кривит твое блакитные поли, кахами в чужой краине, як не поле. Не плачьте ж, не тому, что слез шкода, ці шкодовал их кто коли для краины, але тому, что лёс яе нам знов отдаст, тут, на чужине, нас не кине. Вы прочитаете верш, я теперь господарня Арсеньева. И теперь слово скажет ваш супрат на ниве поэзии, господар Янка Золок. Шановная господарня Арсеньева, я рад, что маю нагоду сегодня присутствовать на вашем юбилее. Мне хочется вспомнить, как я с вами познакомился. Прежде всего скажу, что еще навод у школе, нечто, может, в 28 году, вивчаючи историю белорусской литературы, я доведался про Наталью Арсеньеву. Проще было разом с Констанцией Була, теткой и шли поэтами. Правда, после этого уже прозвище это зникло, и больше я его не чул. Тетку и Констанцию Була еще ведал и далее. Але Наталії Арсеньєвої вже не було, зникла. Я думаю, що може і зусиль вже нема. Нарешті, у час війни, коли ми, слуцькі поети, працювали у газета Случчини, однойчі з Менську приїхали до нас поети Наталія Арсеньєва и Олег Соловей. Правда, с этими именами я уже познакомился и трохи ранее под руку, читаючи газети, які приходили до нас у Слуцьк з Менську. І тут упершиню мені довелося познайомитися з господарнею Арсеньєвою з нагоди приїзду этих двух письменников. Мы наладили литературный вечер в Слуцку. Публики было полная зала. И наши слуцкие поэты Клишевич, Случанин, Крот, я, Наталья Арсеньева и Олег Соловей читали свои творы на этом вечере. Тогда я только познал соправдный Наталью Арсеньеву. Далее, правда, война вымусила и меня, и Наталью Арсеньеву выэмигровать с батьківщини. В Німеччині ми споткалися знову. Після у Америці. І увесь час, аж до сьогоднішнього дня, безумовно, мы один другого ведаем. Думаю, что еще будем ведать и далее.
И тому я жадаю господарне Арсеньевой много ще удачи и много годов життя. Дякую, господар Кузьмович. Теперь наш поважанный старшиня. Короткая, але довольно тяжко читать, поэзия. Я чую, что охрещена у зеленых дубровах Беларуси привитание с далекая, холодная Миннесоты. Анатолий Перовска, профессор доктор Сморщов. Привитание от Координаційного комітету белорусов Канады. Вельми поважанная и дорогая наша славная поэтка Наталья Арсеньева. От имя Координаційного комітету белорусов Канады и одиночення белорусских жанчин Канады, якое гонориться вашим уим сябровстве, я маю гонор, великую приємність вітати вас з 90-ми угодками життя і жадать вам у добрым здоровье и полноте творчих сил сустреч наступный великий юбилей. Кажучи вашими словами, живишь 100 год нам юбиляр. Раиса Жук-Гришкевич. Тут привітання від белорусско-американського зачиночення з Кливленда. Воно доволі довге. Я прочитаю тільки спочатку і з кінця. З нагоди 70-х угодків ваше життя многие з сябров и сябровок белорусской колонии в Кливленде добро вспоминают вас, як наставницу белорусской гимназии ім'я Янки Купалик у Німеччині, а так само, як яны приймали активний уділ у постановках ваших п'єсок. Белорусская колония у Кливленде щиро вітає вас з 90-ми угодками життя і жадає вам більш урочисто відзначити соті угодки тільки за 10 годов у добрым фізичним здоров'ї і силі, щасті і веселим житті. Янка Ханенко. Далее привітання від часопису «Полоця». Редакція часопису «Полоця» щиро вітає Наталью Арсеньеву з днем народження і зичить їй довгого творчого життя і плідної праці на користь батьківщини. І тут писане з телефону привітання від клубу «Спадщина» з Менську. Сябри Менського громадсько-освітницького клубу «Спадщина» горячо вітають славною білоруською поетку з нагоди 90-годдя. Ваша поезія, яка натхняла білорусів заміжжя, сьогодні гучить моцним голосом на батьківщині. Вона вучить білорусів любити і шанувати свою землю, свій народ, свою мову. 7 снежня сябри клубу «Спадщина» проводять літературно-музичний вечір, присвячений вашому юбілею, на який так сердечно запрошуємо вас, шановна Наталя Арсеньева. А сьогодні, хоча нас розділяють 1000 кілометрів, духово ми разом з вами жадаємо вам здоров'я,
щастя, нових творів. Чекаємо вас на Батьківщині. Живе Білорусь, старшиня клубу Анатоль Белый. Этим привиданию я пока что маю, думаю, что еще не конец. Не конец, але это не ходит до конца. Так, значит, я вам скажу, что у нас еще будет. Мы еще хотим выслушать кольки слов привитания от господаря Миколы Бауранюка, журналиста и громадского деяча из Білосточчини. І ми вельми раді, він недавно приїхав у Сполучені Штати, працює тепер над науковою темою тут, і ми вельми раді, що до голосу білорусів з цілого світу долучається і наша дорогая Білосточчина. Шановні юбілярка, поважані гості, моєму поколенню білорусів Білосточчини не довелося знайомитися з вашою творчістю у школі і навіть у сім'ях. Pamiętają, jak na ulicy, jak naszemu znajomemu z waszej twórczości spodorожничала atmosfera podpolna, partyzanszczyny. Zrozumiała, że pierwsze za wszystko zwracali uwagę na wasze patriotyczne twory. Na jednej z naszych studenckich wędrówek wyuczaliśmy pieśnię u Łuszczara. To było wieczory w lesie, Trybowny szczyt. Potem wasza twórczość stała неотъемлемой частью всех наших патриотичных мероприятий. От имя Головной Рады Белорусского демократичного объединения и всей редакции Белорусского Білостоцького тижневика Ніва дякую вам за это и щиро вас віншую з вашим юбилеем. А тебе особисто дякую за то, что мой сын может знакомиться, почать знакомство с прихожим белорусским словом от вашей колыханки. Дякую. Господарня Арсеньева, еще нам хочет нечто сказать, и прочитать, и продекламировать, и что? Коротенький вершик на закончение. Мы вас просим сюда на микрофон, может? Си вы... Еще... Не. А Люця? Нечто скажешь? Окей. Зараз еще нечто скажет ваша былая ученица з Белорусской гимназии Алюнця. Добрий день всім. Я вельми худенька. Я туди глянула кругом, то я бачу, що тут доволі шмат учнів есть ваших, учнів, які сиділи у класі і слухали вас, училися від вас, і часами навіть і жарти кришечку строїли. Так дозвольте мені вспомнити тут ваших былих учнів гімназії ім'я Янки Купали. Може, ось почнемо так близько чур. Янка Запрудник, Вітовт Кіпель, Зора Кіпель, Женя Дубяга, тоді була Женя Лічага, правда? Ауген Дубяга, Михась Караневський, Юля, а де Юля? Юля Кахановська, ну і я так само. Я сподіваюся, що я не обминула нікого учнів. Я казала Ауген Дубяга. Олег! Вибач. Ось ми ваші учні. А тепер дозвольте мені тільки худенько так сказати, яка моя пам'ять моей дорогой наставницы господарини Арсеньевой. Перше я помню, что, значит, читаючи ейные верши, не только развивалась любовь до Беларуси, а особливо развивалось жадание змагаться за незалежность Беларуси. Ейные верши закликали до працы и до змагания. Это у нас у всех вельми моцно осталось у ваших вершах, которые мы не только декламовали, а так само и śpiewali. Другое, что я помню, это что господарня Арсеньевая была вельми жизнерадостная. И она николи на никого не гневалася, николи не нервовалася, что нечто не выходит. И она завсёды глядела на все ситуации с позитивного боку. И она была завсёды задоволенная. И это мне вельми приятный приклад был.
Третье, что мне вспоминается, что Спадарня Арсеньева была надзвичай працовитая. И она не только верши писала и принимала удел во всех белорусских организациях, робила великую работу. И она так само помогала всем нашим учням и скаутам ладить как раз такие вечеры, мастацкие вечеры у лагеря, которые мы ладили вельми часто. И все мы, чи мы умели śpiewać, чи не умели śpiewać, чи мы умели верши говорить, мы все там принимали удел. И может я помню один раз, я тогда еще была меньшая, может так сбоку слухала завсёды. Мы сидели у бараку, там, где яду давали. И там старейшие пленовали с вами, как наладить вечер про життя у лагері. І я помню, як Спадарня Арсеньева устала і каже, ну мощ, зробимо гедак. І почала одразу у формі віршу, у рифмі, говорити про те, як ми живемо. І я так збоку сиділа, і я ще гляджу на її і кажу, як вона так може? Як у її так виходить? Як вона це робить? Я не могла собі ніяк зрозуміти, як це у вас одразу рифмом вийшло все це. Одразу за полгодини ви нам помогли. І часто довго я ходила і вже казала, як вона це зробила. Аж поки не подросла і не порозуміла. І тоді я тільки зрозуміла, що ви справді обдорені великим Божим талантом. Щиро вам дякую від мене і від усіх наших учнів. Щиро дякую за ваші приклади. И мы теперь послушаем Спадарню Арсеньеву, да? Вы еще хотите прочитать? Добре. Так, скажи вас еще. Теперь на заканчивание я хотела бы еще прочитать маленький вершик, як добрая рада для нас всіх. Не досить кричати в Білорусі і захлинатися власною силою. Не досить вірш слави згорустить і присвятить його країні. Не той, хто трубить о почуття, потім напучить патріота. Безчинну слова не сколмутить на твані лужини болотної. А що казати, іще восяння об океані людських душів. Їх хоч хрулиш себе до рання, співанням жаби не зворушиш. Не словом треба, а хотінням. І сила силкових, і згоди, і гарту упартого, як стіні, на шлях не палі перешкоди. Над больше, як справні скалечі, как не проспать знову світання, і сил утраєння чоловічих, і протьми теплого кохання. Тоді ми зв'яз стальовий з блакитної батьківщини зв'яжем, і раз нарешті моцним словом не нам, а мишках світу скажем. Загально, как вы свету слово сказали, вас Тройгольский любит Спадарня Арсеньева. Так, великое счастье быть на таким святе. Я думаю, что это великое счастье не только для меня, для молодых людей, для пионеров, але и для всех, кто тут пришел. І ось, як значить, замацаваць гэтае шчасце, гэты момент, тому што са шчаслівых моментаў складаецца жыццё, менавіта са шчаслівых моментаў. Каб замацаваць гэты шчаслівы момент і пасля кінуцца ў трафікі, у будзённасць, у сямейныя, бытавыя і розныя справы, якія шмат шчасця не прыносяць у жыцці, на жаль. Я хочу прапанаваць тост. Ну, па-першае, ён вельмі складаны тост.
Я не поэт, потому я не могу сказать коротко. Я не хочу быть отдаль от тих, хто виступав сьогодні. Я розумію, виступали довго некоторые, это зрозуміло, такий чоловік, так побудована натура чоловіка, почуттів шмат, словом менш, як правило буває. И ось как не трималось такой со мною, я хочу пропоновать вельми складний тост. И он будет з трьох тільки часток. Первая частка, тут все вельми пригожо говорили, все правильно говорили, это тут без сумлеву, это не мального сумлеву, думается, никто не сумлеется. Если кто сумлеется, значит, это нечто не так. Все добрые говорили, а никто не сказал, як же будем жить далі. Ось. Не називаючи лічбу, я хочу сказати так символічно, шмат ще годов життя. Шмат годов життя і таких годов, які були. Кожен раз, коли я звоню до вас у Рочестер і беру інтерв'ю, це інтерв'ю надзвичайне, тому що воно визначається одної якості. Гумором, майстриньою усприйняття питання, якому просто треба позайздростити. Я думаю, піонерам так само, молодим піонерам. Треба позайздростити, це не кожному такое дать. Вот. Значит, это первая часть, что я ожидаю, и всем вам ожидаю, шмат годов життя. У вас кончилось. Окей. Другая частка. Я хочу пропоновать этот символичный тост за вот эту великую дружную семью. Семья великая, дружная, счастливая, потому что жили вы. Не было бы вас, не было бы этой семьи. И я думаю, так само с этим никто не має проблемы. Вот. И третья частка тосту – это поднять его за ту землю, на якой мы теперь знаходимся, и якая дала нам можливість развернуться, удосконалиться и сказать свое слово. Вот этот тост я и пропоную. Выпьем тост. Дякую Адам за вельми тост, який був на часі, і особливо за те, як випити і за эту землю. Так, значить, коли був у нас сьогодні тут танчик, то ми, напевно, послухали бы песню «У гущарах затканих і мглою». Вона така байрайнагул, песни, які були написані на слово «Господарення Арсенів», означаються таким щасливим збігом і моцних слов, і доброї мелодії. Я пам'ятаю у Міхельсдорфі Микола Равенський, композитор, автор «Могутной Боже» музыки, написал так само на ваши слова «Семьей веселою, семьей дружною» для скаутов песню. Так, теперь я, для того, что среди нас нема Данчика, я пропоную закончить эту нашу беседу огульным виконанням песни, якую найчастее спевали некоторые ветераны. Она такая была своего рода ветеранским и маршем, и молитвой. Она больше маршовая песня. Это «Беларусь, наша мать країна». Я пропоную заспевать две зворотки. Первую и опошнюю. «Беларусь, наша мать країна», «Присягаю тобі, мы сегодня» другая зворотка. И кто нам подаст, Лейка, добрый тон, как мы не за высоко взяли? Беларусь, наша мать країна, ты нас Божий зробила людей, не загинули ми і язінням, а коль ти нас наверно глядеш, не загинули ми і язінням, а коль ти нас наверно глядеш, присягає
Дякую всім і попрошу ще одну, хочу до вашого відома подати на війну, сідайте. З опошнім часом усе що чуваць в Менску і у Менску, де почалася 9 листопада сесія Верховного Совету. Ось же ми тут достали документ, вельми свіжий, який написаний до вас. І тому сьогодні у духу этой беседы, у духу того патриотизму, той любови до Беларуси, я думаю, что зусім буде на месте просто поинформоваться, что, кто, чего от нас хочет, як выглядает ситуация в Менску. Это факс от господарини Валентины Трубович про постанову, принятую в Менску 6 листопада. Напередодні сесії 9 листопада была принята заборона проводить всякие митинги на площади Незалежности, потому что площадь Незалежности, бачите, такий архитектурный помник, что там можно шкоды народить. Обставили ее там грузовиками, этими водными насосами, полицией, милицией и чем еще, и ніякої заборони, ніякого діяння провести нельзя було, і тому Народний фронт и іншие оппозиционные демократы приняли постанову, эту постанову в форме летучек разложили ее по всех поштовых скринках. Так что я читать не буду, ее будет опубликованы в газете «Беларусь», але была принятая до громадян Беларуси, до международной супольности заява, фактически не заява, а зворот. Урад Беларуси, політика і господарення якого потерпіли повний крах, боючись відказності за свої діяння, боючись власного народу, виступив 5 листопада напередодні сесії Верховного Совету з обуральним, безпрецедентною погрозою фізичної розправи у адрес демократичних сил України, а так само замах на свободу сродків масової інформації. Ані Белорусский народний фронт, ані белорусское згуртування військовців, ані профсоюз, ані інші демократичні партії і організації ніколи і ніде не закликали, цитата, до створения боевых дружин и узброенных выступлений. Вот это, что Урад каже, что вот демократы хотят организовывать боевые дружины и рыцари. Николи и ніде не распаливали лишь национальной ворожести. На такое здольные только коммунофашистские провокаторы. Провокаційною з'являється і заява Ураду. Її задача не тільки відтягнути увагу людей від антинародної політики Совету Міністрів, але й пригрозити можливістю розвиття подіїв поводле кривавого московського сценарію. Цей антинародний урад, видовочно, не спиниться ні перед чим, як заховати свою владу. Організації, добре ім'я яких непосредственно захрануто в урадовій заяві, звертаються у суд для притягнення ураду до судової відказності за поклеп і закликають міжнародную супольность, это значит нас с вами, взять эту справу под контроль. Урад, який не допускає економічних реформ і демократичних переутворень, урад, який погрожає своєму народу сили, повинен пойти в отставку. Только не коммунистичный, не коррумпованный урад может вывести Беларусь с кризису, распочать демократичные реформы. Мы противоставляем провокаційним гвалтовным деяниям ураду цивилизованные кроки в межах законности. Мы потребуем от Верховного Совету принять конституционное решение, створить переходный урад и провести дотерминовые выборы поводле нового сапраўды демократичного выборчего закону, за что подписались 442 тысячи громадян в Беларуси, домагающихся референдуму об нечерговых выборах. Спроба узурпации улады прокоммунистичными антинародными силами повинна быть спинена. Заяву эту подписали представники, я не буду просить, что называться, представники от Белорусского народного фронту, Белорусской социал-демократичной громады, Объединения демократичной партии Беларуси, Жаночего христианско-демократичного руху Беларуси, згуртования белорусов свету Батьковщина, Белорусской христианско-демократичной слушности, Национально-демократичной партии Беларуси, Свободных профсоюзов Беларуси, Белорусское згуртование войсковцев, Белорусской селянской партии, Товариство белорусской мовы, Белорусская ассоциация ахвяров политичных репрессий и Мартиралёга Беларуси. Господарня Требовович каже, что зворот открытый до подпису, тому мовчимо сьогодні под им уже
больше подписов. Что это значит у дочині до вас с вами? Это значит, треба выходить в контакт с своими конгрессменами, с своими представниками у конгрессе, с представниками политичных полов на АУ и, словом, починать день поводле того, як эта ситуация вымагає. И перш-наперш треба про это ведать и починать с ней включаться в эту акцию. Ось на этом, я думаю, мы сегодня и скончим. Еще раз треба подякувати организаторам этой беседы, ПАЗа, ПЕНИМу, белорусско-американской молоді и сподарам старейшему и молодшему Азаркам, Василию Русаку и всем вам за то, что вы сюда пришли и ушановали этот великий день, який мы, может, теперь еще раз тону попросим господара Толейки, закончим многое лето господарями Натальей Арсеньевной.